Сегодняшнее мероприятие, посвященное созданию школы общеобразовательной с преподаванием родных языков, я думаю, что это полезное дело и послужит вырастанию поколения, которое будет на самом деле повернуться лицом в сторону своего народа, а не отвернуться от него. И я полагаю, что не надо только ограничиваться этим, надо и воздействовать на уже выросшую молодежь, чтобы создать в них, в их как бы мировоззрениях и пробудить в них национальное самосознание. И я думаю, что вот развитие национальных традиций, культур, языков послужит усилению России во всех планах и его положения в международной арене. Одобряю то, что было организовано, и я надеюсь, что намеченное воплотится в жизнь. Польза от этого мероприятия будет тогда, когда национальная элита, вернее, у национальной элиты пробудятся вот эти национальные чувства тюркоязычные. Вот тогда, я считаю, будет большой толк. Потому что если элита, так сказать, имеет образование хорошее, там, европейское, будет на высоком мировом уровне, но если она не чтит национальные корни, национальные чувства, не признает, я думаю, что тогда такая элита нам не нужна, будь то татары, азербайджанцы и так далее. Поэтому вот в этом кроется и, я думаю, суть сегодняшней встречи. За сегодняшним столом, сегодня вечером, предлагались многие идеи нашими уважаемыми аксакалами. Лично у меня возникает такая мысль. Каждый студент, каждый молодой человек, молодая девушка, которая приходит сюда, в штаб татар, чтобы они попадали под некое влияние уже более взрослого поколения, скажем так, это люди 40-50 лет, чтобы они брали их под свое крыло. Какая основная цель в том, чтобы именно брать молодежь, которая приходит сюда и трудоустраивать, для того, чтобы именно строить крепкие связи, давать возможность расширяться вширь. Тогда тот молодой человек, та молодая девушка, которую устроили на работу, она будет чувствовать ответственность, и в будущем она тоже будет стараться помогать именно своему народу, как-то их трудоустраивать, думать о своем, то есть о своих земляках, то есть видеть возможные ниши и пытаться именно в эту нишу засунуть своего человека. Возможно, эти связи когда-нибудь при определенных обстоятельствах окажут нам помощь. То есть основная цель – это построение связей. Насчет сегодняшней темы хочу сказать то, что татар нужно воспитывать с детства, для того, чтобы они потом стали элитой, и чтобы не забывали свои корни и свои традиции, и чтили их. Также у татарина должны быть друзья. Ну, вообще, для чего нужны друзья? Для того, чтобы, когда, допустим, мы поднимались вверх, ну, становились, так скажем, элитой, они напоминали нам, чтобы мы не зазвездились, образно говоря, а оставались такими же простыми татарами, дружными, которые в любом случае помогут. Касательно сегодняшней встречи в штабе татар, хотелось бы сказать, что была затронута очень важная тема формирования элиты и связи ее с образованием, как создать заведения, в которых могли бы обучать, формировать элиту. Вот, допустим, Ильдар Утямышев большой упор сделал на формирование морали, нравственности, как самое главное в формировании элиты. Не чтобы были какие-то специалисты узкие, технари или, наоборот, экономисты, а в первую очередь именно как люди, они были наполнены изнутри вот этой национальной составляющей по полной, чтобы все у них как бы вот это формировалось. Что касается сегодняшней темы, могу сказать следующее. На мой взгляд, когда люди заканчивают какие-либо учебные заведения, учатся в элитных школах, когда они уже из богатых семей, как вариант каких-то элитных семей, конечно же, у них уже определенный срез воспитания, определенный срез понимания того, что им необходимо, и тот уровень ценностей, который воспитывается у них с детства, он может держаться всю жизнь. Они могут даже от этого не отойти. На мой взгляд, что нужно делать, чтобы все-таки сохранялся национальный интерес,
чтобы сохранилась культура и их понимание того, что это необходимо, не только в целом для культуры, но и для них тоже. Я считаю, что должны быть организации как штаб, может быть, более крупные, может быть, более масштабные, которые будут сохранять интерес для людей, у которых есть огромные возможности, которые выходят уже в другие страны, сотрудничают с другими странами, либо живут в очень развитых странах, богатых. Должно быть то, что их подпитывает. Они не должны терять интерес к той теме, которую предлагают представители их культуры, их национальности. Например, скажу своего опыта, чего мне не хватает. Да? Мне не хватает занятия языком, там, английским, стандартно французский, немецкий, это тот же родной язык татарский, плюс еще, там, допустим, арабский, который близок к нам, как язык Корана. И получается так, что я хожу заниматься с русскими, с православными в том числе, потому что у них есть бесплатные занятия. Момент, когда я не могу оплатить занятия, да, у нас есть занятия, но они все платные, и не все это могут оплатить. И также я думаю, что вот я столкнулся с этой темой, а также другая тема есть и, допустим, у других людей, кому-то не хватает занятий по экономике, по политике, по другим направлениям наук и различных дисциплин, гуманитарной направленности и так далее. И если будет вот этот широкий спектр того, что интересно людям, того, что им необходимо, особенно выросших в элитной сфере, возможно, они тогда и останутся заинтересованными и будут вливать финансы, будут вливать свои инвестиции для развития тех или иных направлений. Сегодня очень интересное было обсуждение по самоидентификации тюркско-татарских деятелей, тюркско-татарского народа и представление о том, каким это все должно быть. Я не увидел то, что не только согласие, но и то, что развитие всего этого. Все, что говорили, на мой взгляд, это 80-е годы прошлого века. В 80-х годах прошлого века это было бы вполне правильно и востребовано. С сегодняшней точки зрения, когда, к сожалению или к счастью, мы не можем сейчас это говорить, стираются между национальностями, между конфессиями какие-либо различия, и в дальнейшем будут стираться, вот эти вот предложения, они, наверное, все-таки не очень уместны. Но для представителей тех поколений, которые это говорили, они представляют большую ценность. Поэтому, наверное, их надо оставить, а не сбросить с корабля истории, как некоторые говорят. Надо вот это все старое сбрасывать с корабля истории. На мой же взгляд, из того, что говорилось, нужно рациональное зерно вывести, взять, а говорилось и об образовании, и о науке. Это обязательно, это должно развиваться. А вот какие-то вещи консервативного плана, причем консервативного во всех смыслах этого слова, застывшего, вот это надо отбросить. И вот когда будет следующее заседание штаба, будет следующее общение, надо учесть и побольше приглашать молодежь и давать слово молодым людям, которые зачастую гораздо продвинутее, умнее, чем даже профессора-академики, которые обладают прекрасными схоластическими знаниями, но современными знаниями, современным опытом, а главное, современным пониманием жизни они не обладают. Вот это я увидел.